Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба, и в начале выпуска коротко о главных темах минувшего дня. Итоги курортного сезона, анализ въездного и выездного туризма, перспективы и инновации в развитии туризма в Абхазии обсудили на заседании турсообщества Абхазии и России. Министр просвещения Инал Габлия встретился с абхазскими школьниками, участниками различных российских соревнований. Председатель Священной митрополии Абхазии архимандрит Дорофей Дбар обращает внимание общественности к неподобающему поведению на территории Новоафонской обители. В МИД России состоялась встреча замминистра МИД Абхазии и главы абхазской делегации на международных женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье Ираклия Тужба с замминистром МИД России Михаилом Галузиным. Во встрече также принял участие чрезвычайный полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Алхаз Квицини. Обсуждалась повестка очередного 59-го раунда дискуссий, намеченного на 5-6 декабря. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности и стабильности на местах. В очередной раз была отмечена необходимость заключения всеобъемлющего соглашения о международных гарантиях неприменения силы между Грузией, Абхазией и Южной Осетией. На встрече также обсуждались перспективы возобновления работы локального механизма безопасности на местах МПРИ. Прошедший туристический сезон и актуальные вопросы сотрудничества стали главными темами заседания абхазских туроператоров и принимающих компаний. В работе заседания приняла участие вице-премьер-министр экономики Абхазии Кристина Озган. О том, какие вопросы и предложения прозвучали в ходе встречи, в репортаже Асиды Малия. Заместитель министра туризма Астамур Барцец приветствовал участников заседания, среди которых представители местного туристического бизнеса и ведущие российские туроператоры, занимающиеся выездным туризмом, которые являются участниками туристического рынка Абхазии. Главная цель – обсудить прошедший туристический сезон и актуальные вопросы сотрудничества. Вице-премьер-министр экономики Кристина Озган в своем выступлении подчеркнула, что сфера туризма является бюджетообразующей, потому к возникающим вопросам и проблемам подходят по-особенному внимательно. Кристина Озган добавила, что тенденция роста числа туристов в Абхазии, в частности, мы обязаны российским турфирмам, которые ведут активную работу в популяризации отдыха в нашей стране. С особым вниманием относится ко всем проблемам и вопросам, которые возникают в процессе развития этой отрасли. Поэтому готовы выслушать вас, и если будут какие-то вопросы, я думаю, мы постараемся на них ответить. А если будут дополнительные какие-то моменты, которые необходимо будет обсудить, мы готовы выслушать и, может, направить на них официально в письменном порядке, чтобы мы могли соответствующим образом отреагировать. Председатель правления Белорусского республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый рассказал об увеличении турпотока из Белоруссии в Абхазию. Он считает, что необходима программа развития, которая станет базой для дальнейшего сотрудничества с абхазскими коллегами. Вместе с тем он назвал несколько причин, по которым не удается достигнуть максимальной глубины продаж путевок в Абхазию. Для того, чтобы мыслить в долгую, а не в краткосрочную, одним или двумя-тремя сезонами, как локально заработать деньги, а выстроить эту вот большую систему, где турпотоки растут, мастер-планы осваивают территории, и мы можем прогнозировать доходы. Точнее, вы в первую очередь можете прогнозировать доходы. Для всего этого должна быть структура, порядок и система. Начинается структура, порядок и система с контрактов и договорных отношений. Именно то, что называется договор, его исполнение влияет на глубину продаж и на прогноз. О том, что необходим план развития и важно совершенствовать методы сотрудничества, сказал и депутат парламента Алхаз Барцец. Он подчеркнул, что в парламенте находится ряд законопроектов, которые играют важную роль в развитии республики. Непосредственно связанные с развитием республики, с привлечением инвестиций, с созданием комфортных и благоприятных условий для того, чтобы приезжающие к нам гости чувствовали себя комфортно. Мы понимаем, что развитие туризма, оно, конечно же, будет отображаться и в развитии инфраструктуры, в создании определенных рабочих мест в республике. Поэтому от лица парламента могу уверенно заявить, что мы всецело поддерживаем сегодняшнее направление Министерства туризма Республики Абхазия и плотно взаимодействие работаем в этом направлении.
Генеральный директор санкт-петербургского туроператора «Интурист» Александр Мусихин в своем выступлении особо подчеркнул проблему, которая мешает в работе. Речь идет об отсутствии классификации гостиниц Абхазии. Мы зачастую не можем официально проставить в своих каталогах звездность гостиниц. Это, конечно же, нам мешает. То есть наши туристы, в принципе, они же, в общем-то, понимают, что такое 3 звезды, 4, 5. За этим стоит определенный набор услуг, но кроме набора услуг должно, конечно же, быть и официальный документ. О том, что в скором времени в Абхазии будет своя классификация гостиниц, сказал заместитель министра туризма Астамур Барцыц. По его словам, над законопроектом уже работают специалисты министерства. Гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин также говорил о необходимости расширения туристического сезона. Аналогичное предложение сделала и заместитель генерального директора «Библиоглобус» Ирина Костенко. Вот здесь есть все условия для этого, я считаю, есть возможности, да, сейчас. И должны быть созданы все условия, чтобы растянуть рамки сезона, да. И я считаю, это такое предубеждение, что, да, если это море, морское побережье, если это пляжи, значит, это только лето. Нет. Сейчас очень многие российские туристы, в общем-то, едут за, скажем так, за релаксом, за здоровьем, за здоровым образом жизни, для того, чтобы восстановить свои силы. С докладом о результатах курортного сезона выступила начальник отдела и прогнозирования туриндустрии Минтуризма Инара Бения. Она озвучила наиболее важные показатели состояния турсферы в Абхазии. Участники заседания задавали интересующие вопросы и обсуждали детали дальнейшего сотрудничества. Встреча завершилась подписанием соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» и некоммерческим партнерством Абхазо-Российская туристическая ассоциация. Асида Малия, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В Абу-Даби состоялась встреча президента торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мирцхулава с генеральным директором ТПП Абу-Даби Ахмедом Халифа Аль-Кубайси. Была достигнута договоренность о продолжении контактов между торгово-промышленными палатами обеих стран. Встреча завершилась подписанием соглашения о сотрудничестве между двумя палатами. Тамил Мирцхулава находится в столице Объединенных Арабских Эмиратов в рабочей поездке. Министр просвещения Налгабле встретился с абхазскими школьниками, участниками различных российских соревнований, таких как межгосударственный слет юных инспекторов, телевизионная интеллектуальная передача «Умники и умницы», астрономическая олимпиада и южно-российская математическая олимпиада Ассара. Кугут Савардани расскажет подробности. Аслан Тарба – ученик 11 класса Бамборской школы, участники интеллектуальной телевизионной игры «Умники и умницы». За правильные ответы получил 2 медали, которые, согласно правилам игры, приравниваются к одному ордену. Вот один из вопросов, на который Аслану удалось ответить. Почему Сергей Юрьевич Витте стал министром путей сообщения? За него голосовало большинство генералов. То есть, обычно генералы сами за себя голосовали, но в этом случае именно за него проголосовали, так как он пытался предотвратить катастрофу императорского поезда, предупреждал об ограничении скорости, но, к сожалению, его не послушали, и катастрофа произошла. Готовиться к такого масштаба интеллектуальной игре было непросто, отмечает молодой человек, но в то же время интересно и увлекательно. А представлять свою страну – это большая гордость. Подготовка шла усердно, было тяжело, но могу сказать, что оно того стоило, потому что когда ты входишь в этот съемочный зал, видишь Юрия Вяземского и понимаешь, что ты участвуешь в телеолимпиаде такого масштаба, представляешь свою страну, гордость берет. Также в состав абхазской команды вошли ученицы Гагарской школы номер 1 Лаура Ажиба и Ткварчалской школы номер 2 Лана Кирия. Хочу сказать несколько слов про то, как проходила подготовка. Она шла достаточно усиленно. Как только были названы темы, мы начали поиски всевозможной информации, материалов. И так как были названы самые темы, а источники мы должны были искать сами, то было достаточно непросто, однако удалось сосредоточить внимание на темах и подготовиться достаточно хорошо.
И в этой программе у меня была возможность дать ответы на 2 вопроса. Один из них был по теме Арктика. И Арктика для нас была достаточно сложной темой, но тем не менее именно на этой теме мне удалось получить орден. В этом году абхазские школьники впервые приняли участие в 18-м межгосударственном слете юных инспекторов и сразу же заняли 1-е место. В мероприятии приняли участие 185 человек из России, Белоруссии, Кыргызской республики. Слет проводится ежегодно с целью пропаганды безопасного движения на дорогах. В состав абхазской команды вошли учащиеся Сухумской средней школы номер 1 Дилара Чокуа, Камила Папаскер, Дмитрий Аргун, Астан Квизиния. Своими достижениями участники международных конкурсов и олимпиад сегодня делятся с министром просвещения Гиналом Габлия. В этом году у нас хорошие и даже самые лучшие результаты, которых можно было ожидать в международных олимпиадах, которые проходили в Анапе, в Сочи, в Сириусе, в Москве. И сегодня мы хотим как раз их отметить, поблагодарить за активное участие и проявление себя с самой лучшей стороны. Хотим поблагодарить учителей, которые готовили наших ребят. И, конечно же, послушать их впечатления, ответить на их вопросы. Абхазские школьники также приняли участие в международной олимпиаде по астрономии. Участники соревнований не просто выполняли интересные задания, но и были вовлечены в обширную культурную программу, лекции, мастер-классы, экскурсии по федеральной территории Сириус. В состав абхазской сборной вошли Кесо Аргун, Давид Кузьмичев, Сатанай Глагула, Александр Воуба, Саид Абжания, Леварса Каджая в сопровождении учителя Сухумской средней школы номер 2 Хасиды Пачалия. Наши дети очень способны. И хочу еще раз поблагодарить всех, кто принимал участие в этой работе, моих коллег, специалистов, руководителей Министерства просвещения, других ведомств нашей республики, главу государства, которые нас поддерживают во всех этих инициативах, правительство республики. Поэтому это наша такая совместная работа. Ну и, конечно же, главная заслуга – это сами дети. И это их заслуга, самих детей, потому что выступать на таком уровне – это большая ответственность. В этом году делегация из Абхазии приняла участие в Южно-Российской математической олимпиаде для девочек «Асара», которая открылась в Майкопе в Адыгейском государственном университете. До 50 одаренных школьниц из 15 регионов России, Абхазии и Южной Осетии продемонстрировали свои знания в математике. Нашу команду представили ученица Сухумской средней школы Анна Аджинджел и ученица Очемчирской школы-интерната Сабина Зараква. Мальчик его дайон, аха уи хахумш закон усив хозер хара и хартаз ахасабсква рыбжера хасабна харулги. Абхазские школьники пообещали министру просвещения трудиться усерднее и привезти в республику еще больше наград. Гугу Цавардания, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Абхазский государственный университет принял участие во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, проходившей в городе Грозном. Программа конференции затрагивала аспекты коммуникативного поведения отдельной языковой личности и лингвокультурного сообщества в целом. На форуме была задействована стратегическая сессия. Параллельно велась работа научных площадок интерактивной педагогической мастерской диалога молодых ученых. Кафедра русского языка Абхазского государственного университета была представлена старшим преподавателем Эльзой Сабеки, доцентом Людмилой Маргани и заведующим отделом лингвистики и IT-технологий АГУ Ниной Смыр. Важно отметить, что в 2019 году Чеченский государственный педагогический университет реализовал проект «Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Республике Абхазия». Центр создан на базе АГУ и служит не только поддержанию интереса к изучению русского языка, также укреплению международных связей в рамках культурно-просветительской и информационной деятельности. Место особенного присутствия Бога на земле, где нужно вести себя благоговейно, так, чтобы не оскорбить величие святыни. Нельзя говорить громким голосом, держать руки в карманах без нужды передвигаться. Разговоры ограничить до предела. Знакомых кратко приветствовать, отложив беседы на потом. Одежда должна быть пристойной и опрятной. Это лишь
небольшой перечень правил поведения в храме или монастыре и за порогом святых обителей. В гонке за красивыми фото или видео в Абхазии в последнее время люди стали забывать эти пристойные истины и вести себя в святых местах непристойно. На эту проблему обращает внимание председатель Священной митрополии Абхазии архимандрит Дарафит Бар, по мнению которого рычагом воздействия на такие процессы должен стать закон, принятый на государственном уровне. Тему продолжит Алика Трапш. Свадьба – это особенное событие в жизни каждой пары. Этот день наполнен радостью и яркими эмоциями, которые новобрачные хотят запечатлеть на всю жизнь. В Абхазии немало новобрачных в составе свадебных кортежей посещают Новоафонский монастырь для фотосессий и видеосъемок. К сожалению, в последние годы все чаще наблюдается неподобающее поведение участников торжества на территории обители. Вот последние 5-6 лет мы наблюдаем ту картину, которая хорошо известно всем жителям Абхазии. В свадебный период, сезон свадеб в Абхазии, в субботу, воскресенье огромное количество автомобилей, кортежей и так далее заезжают в Новый Афон. И прямо с заезда в Новый Афон, значит, издавая сигналы, включая громкую музыку и так далее, поднимаются в Новоафонский монастырь. Потом мы наблюдаем следующую картину. Выходят молодые люди, особенно абхазские девушки, невестка, в совершенно неподобающем одеянии. Потом там начинается импровизированный фуршет на капотах автомобилей. Есть и такие, я бы сказал, вопиющие случаи, когда, например, вы знаете, что на территории Новоафонского монастыря находится мемориальное кладбище, где похоронены, это не просто памятник, где похоронены афонские ребята, которые погибли во время мартовского наступления Отечественной войны народа Абхазии. И вот там, значит, они на этой поляне делают импровизированную сцену и так далее для заключения брака. Вот я думаю, что такая же картина, она наблюдается во всей Абхазии. Но единственное, что здесь я бы выделил, все-таки, наверное, при посещении храмов и монастырей, да, такие вещи недопустимы. Новобрачные посещают центральный собор храма Святого Пантелеймона и используют церковь как декорацию и съемочную площадку для свадебных фото и видео. При этом сопровождающие их лица создают шум, игнорируя установленные правила поведения в святой обители. Новоафонский монастырь является действующим мужским общежительным монастырем. Братья любого монастыря состоит из людей, не вступивших в брак в связи с принятием на себя обета безбрачия. Поэтому практика посещения монастырей свадебными процессиями недопустима, говорит архимандрит Дарафит Бар. Можно приходить в приходские храмы, в том числе в Новом Афоне, например, храм апостола Симона Канонита. Тем более он очень символичен, поскольку мы из Священного Писания знаем, что на свадьбе апостола Симона Канонита присутствовал Спаситель и Пресвятая Дева Мария. Поэтому там тем более облагороженная территория, очень красивое место, водопады и так далее. Ведь там же можно же все это провести. Все-таки молодые люди должны понимать, что они приходят, и включая в день свадьбы, в храм для того, чтобы и спросить у Господа, получить благословение на очень ответственную супружескую жизнь и создание семьи. И чтобы молодые люди не просто запечатлеть на фото-видеоматериале и потом выкладывать в соцсетях, в Инстаграме, всем показывать, как все были красиво одеты, как все торжественно разъезжали, как все на каких богатых машинах приехали и так далее. А все-таки ответственно к этому надо относиться. Неподобающее поведение свадебных процессий наблюдается не только на территории Новоафонского монастыря, но и за ее пределами. Подобные события, по мнению отца Дорофея, происходят из-за потери ключевых моментов Апсуара. Голос мужчины в абхазской семье, он стал очень слабый и совершенно безвольный. И поэтому молодежь и так далее делают, как они считают нужными, как они хотят. Так нельзя. И вот в таких случаях, как мне думается, если даже следовать логике абхазства, то хозяин, который играет свадьбу, отправляя своих детей, вступивших в брак вместе с молодыми их друзьями и так далее, вместе с кортежем, он должен вместе с ними отправить одного взрослого человека. Этот человек должен контролировать все,
поездку на автотрассе, чтобы не закончилось это трагически, чтобы не было скорости, во время посещения тех или иных мест придержать, удержать, значит, молодых людей и сказать им, что так себя здесь вести нельзя. Рычагом воздействия на все происходящие процессы должен быть закон, принятый на государственном уровне, считает Дорофей Дбар. Исправить это невозможно будет, если не будет государство регулировать проведение всех наших процессов, как свадебных, так и иных, которые являются ключевым моментом в нашей общественной абхазской жизни. Вот молодые люди не понимают одной вещи. Когда ты себя ведешь развязанно, когда ты там держишь скорость, сигналишь, включаешь громкую музыку и так далее, им кажется, что это какое-то геройство. Это не геройство. Пусть не обижаются, но это просто отсутствие элементарного воспитания. И второе, самое главное, неумение жить в обществе. Потому что, когда ты въезжаешь в город, там живут люди, там дети, там пожилые люди. Если говорить о Новом Афоне, там огромное количество гостей, там огромное количество паломников, которые приезжают для того, чтобы поклониться нашим святыням. Значит, ты должен понимать, что ты должен уважать это общество, в котором ты живешь. И вот эти нормы, если мы их в форме закона, регулирования, как это мы делаем в отношении туристов, не сделаем в отношении себя, самих себя, наши результаты будут очень плачевны. Чем дальше, тем будет хуже. После опубликования информации для обращающихся посетителей Новоафонского монастыря на личной странице в Facebook отца Дорофея очень многие люди поддержали его в комментариях. Теоретически у людей есть понимание, каким должно быть поведение в святых местах. Остается надеяться, что оно будет иметь применение и на деле. Алика Трапшира Мукамки, Абхазское телевидение. Национальный банк Абхазии зарегистрировал расчетную небанковскую кредитную организацию «Статера». Уставной капитал нового банка составляет 10 миллионов рублей. И в завершении выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 1 декабря на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами возможен небольшой дождь, днем без осадков. В горах снег. Температура воздуха ночью плюс 6-11, днем 13-18 тепла. Температура морской воды плюс 14. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.